그게 무슨 비싼 사람들 바꿔 주는 것 같아요. 이렇게 그래서. Уштун жаласка един сашлега. Калырта миниустум удостоверениялар калырта Новосибирскитен заказта алган. Сөздерин. Жерде жок турган башкалар үйгеси. Азыр силерге соғым болгунду жокпуз акционерный обществоунда оттанардын базы инженер тууралуу дейиштин жагын жуалажыбыз базган жагындабыз. Бул жерде мен силердин көргөн болсун. Анжа 8 жыл. Омуша улак үйгө турган кожак шебиз. Орлаттырып, буну аттырып турабызын, ал жерде стол аждабыз башкабыз. Я рассказываю о том, что с моей точки зрения спрос на полиграфические материалы есть, даже при том положении, которое сегодня в Туве есть. И этот спрос, скорее всего, будет увеличиваться, потому что полиграфия, хотим мы этого или нет, но люди, если хотят развиваться, то будут читать, будут пользоваться бумагами, то, что на бумаге начерчено, выпущено и так далее. Одно действующее хорошее полиграфическое предприятие, она все равно востребована. Проигрываем этот рынок. Люди за 400 верст отсюда там заказывают, оттуда везут, и это им выгодно. Чем, скажем, у себя здесь на родине заказывают. Вот над чем надо нам думать и понимать для себя. Причем это не нужно рассуждать на тему какого-то. Надо просто чисто, что называется, предпринимательской жилкой над этим подумать. Я вот сейчас вот девчатам говорю, во-первых, молодцы, что содержите свое предприятие более-менее в чистом состоянии. Это уже лишний раз говорит о том, что здесь люди до сих пор уважают свое предприятие, свой труд. Потому что объема работ как такового нет. И в этом отношении вижу, что, скорее всего, люди не зарабатывают нормальную доходность. И наверняка зарплаты самые низкие. Сказал бы так, вот, допустим, на любое другое министерство, понимаете, вот, например, Министерство спорта, где она размещается? Она размещается в спортзале «Хелен». Если мы подразумеваем Министерство связи и полиграфии, то где оно должно размещаться? Там, где предприятие. Почему Дом печати? Дом печати — это халявное здание, это там что там, помещение охранять. Надо к предприятию поближе. Может, шучу, но в каждой шутке своя доля правды есть. Но факт то, что на сегодняшний день доводить это предприятие до такого состояния нельзя. Тут надо какой-то выход находить. И этот выход может быть и весьма кардинальным, хирургическим. А может быть модернизация какая-то. Но то, что в этом состоянии держать это предприятие невозможно, мы же с вами видим. Шансон, Туинская правда, Пашка, Ешникова язык, Республиканың бюджетинге, Тұрбасолынарына, Çoğukta Жакпол, редакторларын жығашын бұзапшимді қады жыла қылдым. Оларының өрнерім Бодыңардың солынарына дейіргі дамыт, ол 600 сертіке күнтірлі өсірлі қажы экземплярын дүрт бірін. Ол экземплярларын қажы саптымай бірін өсіртке күнтірлі 600 болу экземплярын дүрт бірін. Оң артында чейік бүттір, чуға журналистер барын. Олар көрмеді, чейік бүттір. Сколько Туинскую правду у нас год тратится? 150 тысяч суммарно примерно тираж. Это... Нет, в деньгах бюджетный день сколько? 8 часов. А суммарно со всеми Пашкой и со всеми остальными сколько вы выделяете? 33 миллиона. Это без издательства. Вместе с издательством около, вообще по программе СМИ около 40 миллионов. С учетом... Төрттен наш күндік берді,
Индустрия санажи закашенная шилдыры. Улы зешин солны дүрпредимиз. Жекпе роза 3600 солын берді да 13800 қашта қасым қалыптар замамыш бірелерін атпей жылызы. Жаңаштың ол интернетті ғажан бұрудары қалғаштың бозы меге хоп сөздерін жоғалашты прожерлерінде сол 300 мың ажығы Ола секундада 100 мың ажығы жоғаны тыңнап көріп бір жау болғанда ол кісінің солын арасында үзікті жоқ болды. Реңдей болды бір жауыз. 4 миллион ашқа реңдер ашқа шей, ода көрінеді. Оңыр ол 4 миллион ашқа да олзарын жүрі болды болғаны. Бетлі дізі бұл институт гуманитарный исследований деп жүріске 4 миллион ашқа да олзы біз ол уже 3 жыл ішті болып жадат ол пажының тендейнерін додуар емес. Самое главное, на чем остановиться, это хорошенько нужно взвесить реальное состояние работы по поводу от начала процесса и заканчивая выпуском материала, который будет голосоваться кошельком потребителя. Содержать просто коллектив ради того, чтобы его содержать, при всем уважении у нас нет возможности. Поэтому в этом отношении нужно обеспечивать для того, чтобы они сами себе зарабатывали. С точки зрения, все-таки вы люди, которые понимают толк в бизнесе, может быть, все-таки на самом деле здесь поселиться и подумать, во что превратить наше предприятие, чтобы оно зарабатывало деньги. Дальше ухудшается обстановка. Подсказывать даже уважаю за гарном. Когда следует семилеш кругом засечено, засекидер, следующий цифровую печатную машину. Есть сейчас современные рулонные, листовые цифровые машины. Но мы в первую очередь столкнемся с этой проблемой. Некому будет эту машину обслуживать. Даже вот на уровне Красноярска там специалисты не такого уровня, как я говорила. Надо с печатного цеха начнем движение, может со временем можно будет и уже потихонечку делать модернизацию переплетного цеха. Тут очень холодно. Даже батареи будут горячие, вот особенно мы вот теплый пол каждый сделал, потому что в сентябре тут вроде бы колени прямо жгет от обогревателя, а ноги холодные. Является памятником, и нам поставили вопрос, что мы должны сначала сделать проектно-сметную документацию, а потом ремонт работы. Проектно-сметную документацию делает только лицензированные организации. Это тоже опять упирается в деньги. Писала письмо еще в прошлом году, в феврале, в 2017 году министру. Решить этот вопрос, как учредителю, может как-то сделать размежевание и продать эти участки, а потом эту сумму денег сделать как первичный взнос. Тогда мы даем прессе чанс оборудования без 500 мың евро. 500 мың евро. 500 мың евро деп берілі уже наша миллионашка. А следующий жол прорыл оборудование чуть квадрат деп те жігіттер. Цифровой ба? Е. А за уже миллион. Дәл жерден мен толы Москваның жазат бере жағасында өзі ашқада ойында айттырды ұзарында теміров теңшік. Теміров тойында айттырды ұзарында бірді барында ол бере жағада айттырып тұр ұлыс. Мен оңырдан да жөн білбестім, жөн бірді барында ашқасын санары. Теміровтың доллары өзі 105 миллиард ашқа дежік. Тейтір даже үндірі жөңілін өттегі аш болды. Кейрер даже жөңілін өттегі аш болды. Жаңаштың зоны табыштырқай кері ашқаны ажылдау болырды регион социал эффектизі ғаш болырды деп жаң санат нәгдер. Жаңаштың санат белгі өзі сілердің базағы жоғалып тұры керексердердің артында олы біші элементарный бизнес пландар өзекі. Біздің ажылдау апрашқауыз полностью республиканың ады апрашы 5 миллиард ашқауыз. Собственный доходтарыз 5 миллиард ашқауыз. Ол 5 миллиард ашқаны қайнарын дүрт превестеп айтырылы, мен сәбе жоғалаш тұрыптабыз, солны ешадауыз болу. Но жылза да мен жоғалып прежимде ергелі. Біз ол подустың айды олған ашқауыз бұлы, то Россияның жазан тауыштыр, то өскістерге пажынлар дейінді жік жоқ боза бұл,
аварийный паждынарды чурттап турар дегенде после же берге озато 14 бар школа же барып жүрдүм да оза аварийдигинде пайдалда туруп бир школага барам. Ол школаны канча карта бегиде бар, биз тергизе бар, биз табайттердин жобалашып берген демейли ашкайттыр. Кайын ашкатып барбыз. Өскүстердин сөзү паждындардын доктураштын өзү ажылдай келет турумда өзү ол программа ажылдап турган жылда да тоже 5 ашка жүзү 1,5 миллион ашка болуп турат. Чүбө 1,5 миллион дегенде республика кайкыр ашканы кирил ол ашкага то Москвада ашканы бербиз деп турат. Там аварийный паждындардан бозулустарны көзүрөр деген болсоңарза да үжөндөр хууздун боза төлөйр болсоңарза биз арткан 4тен алды хууздун бербиз деп турат уже. Биздин аждап ашкабыздан биз по программалар же Россиянын жазатын программаларына киришип чыккачтын биз бер ашка эке бар болуп турабыз. Өткөн жылдын бул по 2010 жылдын бери онда сайын олор бир жеп бери олгон сипаш мени чуалып баттап берип болгон чейинки 9 миллиард ашка бер болгон болуп турабыз. Подруга биздин ашкабыз подруг жаңы бизге тепкин жылда берип көрүңөрөм деп чыккачтын бер ашкалар эке болуп турабыз. Жаңаш онам жуалы уражам дегенде өкүндүлүк убаларын мана бомжан ап бер жол замындык болуп турат дейни. Халыз ашка жок болуп. Ну, все послушали, в настоящее время, чтобы нас поддержать, хотя бы у нас печатали бы журнал «Восток», ежемесячник вот Союза писателей УМХМ, районная муниципальная газета тоже почему-то пока выходит. Если бы они тут были бы, у нас тоже вроде со стабильной зарплатой все было, а сейчас и этого даже у нас нету, задержка зарплаты идет. Почему? Потому что башкир журнал не печатается. УМХМ не печатается, журнал, газета УМХМ не печатается, Судьба газета муниципальная тоже в Абакане. И при этом они ушли, и эти деньги тоже у нас ощутимо, уже видим, что эти деньги от нас ушли. Напоминаю, потому что она тоже у нас печаталась. Сейчас она почему-то, газета выходит, должна выходить на газетной бумаге, она выходит на мелодии на 2 языках. А молодежь, чтобы газета была, можно было ее возродить, и эти 2 газеты тоже у нас печатались бы, нам бы тоже эта работа была бы. Это плохо, что они уходят. Что я вам могу сказать? Плохо. Но надо вникнуть, почему они уходят. Может быть, цена наша дороже. Да. Может быть, качество у нас плохое. Может быть, еще какие-то есть основания. Сейчас оттавашты переколодженным нартуле. Но они же у нас Рынком определяется сейчас, где они будут печататься. Но тем не менее, все равно надо стукнуть по столу и сказать, печатайтесь у нас. Там коллективы, там люди. Поскольку вы бюджетными деньгами орудуете, а не чужими, вы, пожалуйста, печатайтесь только у нас. Это вы должны, обязаны это заставлять. А вы должны сказать, чего, сэры без дьявол босс. Тоже өмір тевеш борбозалы жан улус маңа садойды 400 километр донар тажып қалдып чораштың өзі 400-800 километрін аңатта қалқыштың дейдірек керге безін олсын өзі рентабельный болып тұрары. Значит, у нас здесь проблема. Ну, мы, знаете, как тоже разговоры ведем с заказчиками, что мы можем отпечатать им по цене Абакана даже вот сейчас, да, мы уже на такие условия идем, чтобы у нас работа была. Мы говорим, по цене Абакана давайте мы вам выпустим, сделаем, изготовим журнал «Башкир». Но она все равно к нам не идет. Мы к ним навстречу, они от нас бегут. Нет, девчата, вот если вы обеспечите ту стоимость, которую они где-то печатаются, и при этом это бюджетное учреждение, то мы будем возбуждать уголовные дела. Значит, за этим скрывается какой-то другой интерес. Тут уже появляется уже другая ситуация, и мы готовы на вашей стороне просто стеной стоять. По крайней мере, за бюджетные деньги мы не дадим им где-то в другом месте зарабатывать себе какими-то окольными путями. Если это наше бюджетное учреждение, вы только вовремя нас сигнализируете об этом. А если у вас рентабельности нет, то районның салондарының замана өндірерге чугла, то 100 бар экземплярын өндірерде баштай ол жөнінің корректировкасын, ол краскаларын өндірерде ешпесін 100 өндірмек тұрыңында какая может быть здесь рентабельность?
Мы что-то хотя бы рабочие работали, мы уже идем на то, что на эти же цены, по этим же ценам Абакан напечатать, но все равно что-то... Нет, самое главное, чтобы вы себе в убыток не ушли. Чтобы не получилось, что ол жерден сілер толыстар бар. Тей марында же киргештің өзарнал, болустың раскылысты, болустың свейдисті, болустың ашка көрінгестің теңде саналын қылбан, каштың в убыток, если начнем работать, то это, конечно, мы еще быстрее обанкротимся. 5 миллионов школы, из них два полиграфа это около 550 тысяч авторов. Çocukların cevap verildiği okuyun. Doğu uluslarını ve Gacan sanatları, adaptörü, öptekleri de biz onun ödüp şırağıdır bizim götürü. Cevişin sevdi zolaş duruyoruz, zolturtun bir tuğa zaponçuyum da vazı. Tuğaştım. Kudum bu предприятие, şudum gelince de parçaydı. 5 milyon aşka değil bu стару такого что. Авторка, статистическое распределение, да, ставите галочку «малый бизнес». Перемотаем что заказ там 700-800, и стоит галочка. Ну, даже Верховный Урал даже. На Верховный Урал мы звоним, уберите, пожалуйста, поза галочка, сама вам стоит. Мы уже не можем участвовать в полшага. Плюс Минобр, плюс Минсоцтруда, уже бланками можно обеспечить предприятие. Мы изначально говорим, что все, что связано с бюрократией, наше решение здесь должно состоять именно в конкретном решении протокола. Да? Вы же меня отследите за этим? Отследите, пожалуйста. Потому что нет никакого смысла содержать предприятие и платить за счет бюджетных денег, когда у них есть возможность самим зарабатывать деньги. Исключите и дайте им возможность, и в ручном порядке дайте им возможность увеличивать количество заказов. Пишет бумажка, 5 миллионов дверей, 10% всего. Если искусство, что бюджетный труд, если не обеспечит ассортимент, нужна техническая, нужна оплата. Ассортимент, если да все стужелевение, она просто даже чеки положить. Вот это вот им бланками, выдрали, тражи по бланками, и вдруг перестали вам уже заранее. Вариант, что деньги популярны. Именно вот в этом качестве, в этом состоянии меня я у вас ее куплю вот столько-то экземпляров. То советую идти другого шашкалера. Шаган Джанза, Хастова, Лошмидрова, почему бы не сделал? Мне кажется, это жизненно вполне можно сделать. Пеш по миллиона шкадов не держал ваш пушесть. Полдегрила следный жол, кому важно, это собственно, он дышит. А что министерство должно сделать? Кажешь как? Олар шкаланың 5 миллион шкаланың где-то 600 хреның именно республика бюджетінде, то есть министерство да распределяет. Артқаны энергиялардың оттардың бөлмемeye разгал ташқарын. Бюджетler belirli, blankalar bolgaştım bu poligraf материалдар да жуаю прошлым году, и мне было помногу да, естественно, кжмер да ну леп положить. 5 миллиона штанов продукцию жуала что есть. Он дает 5 миллиард, то 500 миллионов что ли, 5 миллионов вы можете обеспечить ручное управление. Да. Шабанович, очень много методической литературы простой, которая не предполагает там богатую полиграфическую базу, там много. Я прошу вас, вот, чтобы мы не отходили. Вот тот вариант, который сейчас говорят, чтобы вокруг медиахолдинга сформировать госзаказ на выпуск бланков и более такое советское распределение этих бланков через наше предприятие мы можем обеспечить. Примерно сколько денег там проходит? Точно же у нас нужно, что слышал еще с метазным. Естественно, плюс-минус метазным дори повышено. Нет, то у нас и там литература, и многое другое там уже вытекает. А там, что самый большой кусок, очень самое вот, потребление сегодня учебной литературы именно в школах, которая потребляется, да, для учеников это ДРФА и просвещение федеральные издательства печатают. У нас объем это 22 миллиона рублей. Это ну, вот предприятие просто бы процветалось. Это просто даже вот книги, учебники для школ печатают. Проблема в том, что с 2015 года с ДРФО с просвещением ведутся переговоры. У них есть санклины, требования к оборудованию. То есть они готовы, как что подрядчику, мы этот объем передать. ДРФА и просвещение. Но это уже вопрос оборудования этого книжного. А это сразу кусок. А так в целом объем рынка у нас полиграфического от Затувы по скромным оценкам 58 миллионов. Они осваивают 917%. То есть их доля 17%. А общий объем рынка книги, газеты, полиграфия около 60 миллионов. Это и бланки там, и книги там. У нас
нас очень мощный заказчик, это ТИКПИ, которого в Абакане очень много методической литературы тоже печатает. Это то, что на скрепке простой могли бы делать они черно-белые, там двухцветные. Минобр методической литературы. А здесь у нас есть место? Подумай сначала. Ну, то есть нам надо в ручном порядке постараться все-таки отрегулировать, чтобы договариваемся с предприятием, что они где-то сопоставимы цены с абаканскими вот этими полиграфическими этими. И надо закрыть шлагбаум вот в сторону туда дрейфовать. Заявлено сейчас, мы готовы по тем ценам продавать, только помогите в том, чтобы они туда не уходили. Значит, нам надо на заседании правительства или на любом другом мероприятии сказать, кто купит там по той цене, когда здесь ниже стоимость будет, потому что и транспортные расходы и так далее, тот будет подлежать очень серьезному надзору службы по финансовому надзору. Здание 1929 года постройки. Основное здание с печатного цеха начинали строить. Там дальше за печатным цехом есть переплетный цех, наборный цех есть. Наборный цех там уже законсервирован, так как уже этой технологии нету. Рядом есть участок, раньше был участок машинного набора, сейчас этот участок машинного набора тоже мы уже оттуда переезжаем, хотим отдать в аренду. Вот это здание переплетного цеха. Вы видите, оно вот прямо идет блоками. По мере расширения производства они делали пристройку. И вот так вот и вот уже. Это последнее, кажется, в 1957 году уже построено было. Это здание администрации типографии. Там раньше был клуб наш. Этот клуб был достаточно знаменитый на весь Кызыл. Да, наше предприятие было очень такое знаменитое предприятие было. И там была бухгалтерия и кабинет директора.